Согласно сообщениям китайских СМИ, Восточный Туркестан стал первым регионом, в котором была реализована государственная политика, способствующая интеграции между этническими группами для достижения цели китайского диктатора Си Цзиньпина по созданию единой национальной идентичности. Постановление о содействии взаимодействию, общению и интеграции между этническими группами призывает к созданию жилья, тематических площадок и парков культуры, а также спортивных и культурных мероприятий, которые подчеркивают особенности китайской культуры и поддерживают Чжунхуа Минзу, единую китайскую национальность. Эта политика вызвала обеспокоенность среди китайских наблюдателей и ученых, которые заявили, что ее цель – еще больше стереть культурную самобытность уйгуров и других тюркских народов и растворить их в доминирующей культуре ханьского Китая. 23 января сообщалось, что 3 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 в районе Турфан, провинции Аксу, на востоке Туркестана, на границе с Кыргызстаном. Были разрушены десятки и повреждены сотни жилых домов. После землетрясения стало известно, что авторшоки продолжались. По данным контролируемых Китаем СМИ, после землетрясения в Акчи к 6 утра по местному времени 26 января было зарегистрировано в общей сложности 4216 авторшоков. 26 января утром в 2 часа 1 минуту по местному времени в районе Акчи произошло еще одно землетрясение магнитудой 13, глубина которого составляла 4 километра. Как обычно, руководство Китая не предоставляет подробностей о количестве погибших и раненых в результате землетрясения, а также о состоянии разрушенных домов. Принимая решение о строгом контроле за иностранными инвестициями и усилении контроля над экспортом и передачей технологий таким конкурентам, как Китай, Комиссия Европейского Союза стремится справиться, в частности, с экономической угрозой со стороны Китая. Как сообщают Reuters и Bloomberg, объем расследования иностранных инвестиций в соответствующей поправке к закону будет расширен, чтобы охватить все иностранные инвестиционные проекты, включая иностранные компании в ЕС. При этом ЕС будет финансировать развитие военных и гражданских технологий. Дональд Трамп, бывший президент США и баллотирующийся на пост президента на предстоящих выборах, строит новые планы в отношении Китая. Согласно сообщению газеты «Вашингтон-Пост», основанному на 3 источниках, знакомых с этим планом, Дональд Трамп сказал своим советникам, что он хотел бы ввести 60% пошлину на весь импорт из Китая, если он победит на выборах в этом году. Прибыль крупных промышленных компаний в Китае снизилась в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, что является следствием действий Пекина по стимулированию экономического роста. Согласно заявлению Национального бюро статистики Китая, за весь 2023 год прибыль промышленных компаний Китая упала на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Период с января по ноябрь ознаменовался снижением на 4,4%. Тот же период 2022 года снижение составило 4%. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что 3 американских солдата были убиты и по меньшей мере 25 ранены в результате нападения Сихи на пост США на границе Иордании с Сирией. Президент США Джо Байден заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном группировками боевиков и что они будут привлечены к ответственности в соответствующее время.